Всем привет, дорогие друзья! В эфире с вами снова Лавка старины. В этот субботний солнечный день я направляюсь к увлеченному коллекционеру, жительнице села Хану, Черемкиной Лидии Гаврильевне, чтобы посмотреть ее коллекции. Давайте все вместе посмотрим. С какого года вы начали коллекционирование? Сперва мне было жалко выкинуть игрушки детей, которыми они играли, и я их отложила подальше. Сейчас в районе собираются ли коллекционеры? Да, есть. Когда я работала председателем женсовета в МОМе, организовала выставку коллекционеров. Там участвовало 7 женщин-коллекционеров. То, что собирал, принесли. Кто-то гжель собирает, кто-то статуэтки. Кто-то собирает чайники, заварники, лотки, ручки, открытки, монетки. А вот вы в основном собираете деревянные сувениры. Этими пирамидками играли мои дети. Играли и сразу аккуратно складывали на место. Очень хорошо для развития детей. Очень хорошие деревянные изделия. Вот медведь тоже хорошенький. Помимо этого собираю и старинную утварь. Бабушкина сахарница медная. И еще серебряные тоже есть. А самовар? Да, самовар тоже. Есть подсвечники, сахарницы с ручкой, конфетница старинная с ручкой, ну и так далее. Вот этих старичков я в первый раз вижу. Например, как-то мимо меня в детстве прошло. А эти пирамидки помню, в садике играли. Они внутри со свечками. Эти свечи внутри ставлю и закрываю. И ставишь на 4 угла в доме. В доме 4 угла же есть. И в серии тоже есть 4 старичка. И вот у каждого есть трубки курительные, из которых потом идет дым. И дым идет с промежутками, как будто затягивается и благоухает очень таким приятным ароматом. Ставите обычные свечки или ароматизированные? У него есть свои свечки. Да, свечки свои есть. Я их зажигаю по традиции в Новый год только. Очищаю дом. Какая красота! Этот привлекает достаток и еду в дом. Этот об успешном завершении работ в хозяйстве, урожайный. А этот, чтобы в доме было много гостей с гостинцами. У всех трубки, да это же целая серия. Вот этого деда в лесу нашла. Не знаю, скорее всего, дед-шкатулка для курительной трубки или для табака. Внутри ключик был. А какого он года, что-то непонятно. В лесу шла, он лежал лицом вниз, поэтому одна сторона под солнцем обесцветилась. А с этой стороны грязное было. Я его хорошенько почистила. И вот он такой стал. Такие изделия я очень люблю. А вот здесь избушка на курьих ножках. Это светильник, крышка открывается, и внутри надо вставить лампочку. Красная пленка на окошке ставится, чтобы светилась. И вот так закрывается, и там есть провод. Деревянные статуэтки. Этот медведь, предполагаю, подставка для ручек. А внизу есть распознавательная этикетка.
Внизу, да, есть этикетка заводская. Там написано «Бирская фабрика художественных изделий. Мишка». Наверное, Мишка с медом написано. Август 1976 год, предположительно. Этот олень, да, тоже давно у меня есть. Тут только этикетки нету, но есть какая-то цифра заводская. А вот здесь разукрашено соломкой. А это медведь-рыбак. Этикетки у него, к сожалению, не сохранилось. Вот орел с этикеткой. 4 рубля написано, и по артикулу, судя, кажется, 59-го года. Да, этот орел очень давний. Хорошо, долго сохранила. Эта белочка тоже давно, она у меня давняя белочка. Есть тут такие грибочки, солонки. Крышка на них открывается, внутри сыпется специя и применяется. Я их обычно кладу в кубышку медведю, эти грибочки. А вот это, я предполагаю, это шкатулка. Нет, это сувенирный бочонок для меда. Тут тоже не разобрать клеймо. Что-то там написано интересно. Кто что рассмотрел, можете подсказать. А этих в наборе много было. Их подарили моим родителям, когда они обвенчались. Старинные вещи мне очень нравятся, деревянные. Особенно такие стали сейчас мало выпускать. После нас детям и внукам останется, поэтому и собираю. Конечно, да, это очень правильно. Лидия Гаврилевна, огромное спасибо за то, что вы нас пригласили, показали и рассказали про свои коллекции. И в будущем желаю пополнения коллекций. И желаю, чтобы мумские коллекционеры сплотились, обменивались материалами. И с этого момента будем тесно общаться и помогать друг другу в пополнении коллекций. Будет коллекция добавляться и приумножаться более старинными экспонатами. И большое спасибо, что позвали в гости. С добрыми пожеланиями мы попрощались с гостеприимной хозяйкой. В разное время у каждого народа появлялась своя деревянная игрушка со своим национальным колоритом. Практически у каждого народа есть деревянная игрушка, символизирующая культуру и ассоциирующая со страной. Игрушки разных народов отличаются своими характерными чертами лица, росписью или одеждой. Например, русская матрешка, японская кукла, игрушки различных индейских племен, африканские и европейские игрушки. Далее несколько слов хочу сказать о коллекции Андреевой Марии Гаврилевны, увлеченном коллекционере домашнего интерьера со стажем. В ее коллекции предметы, связанные с памятными моментами ее родителей, бережно собранные, показывают и стиль интерьера жилья, создают его неповторимую ауру, повествуя о семейных традициях. А вещи из разных эпох, зачастую имеющие кроме художественной, исторической ценности и собственную судьбу, радуют своей красотой, изяществом, хранят воспоминания и тайны. Как в серванте и стенки за стеклянной витриной декоративно смотрятся фарфоровые статуэтки. Собранные в коллекции предметы
Она очень хорошо используют для декорирования интерьеров. Свойственна особая гармония, которая достигается за счет сдержанного сочетания цветов. Аксессуары в винтажном интерьере задают тон и создают правильное настроение. В качестве аксессуаров обязательно присутствуют предметы из текстиля, ажурные салфетки, скатерти, декоративные подушки, шторы с цветочным узором. А столовые шкафы украшает тонкий фарфор, посуда из хрусталя и серебряные изделия. Здесь особое место занимают антикварные предметы, такие как патефон, бронзовая статуэтка, керосиновая лампа и шкатулочки. И завершающий штрих интерьера – это присутствие мебели с историей из дерева, кровать железная старого стиля, шкафы с резным декором, стулья массивные, комоды с бижутерией и статуэтками. Огромная благодарность Марии Гаврилевне за предоставленные материалы. Дьяконова Надежда Константиновна – одна из известных в республике уважаемых коллекционеров фарфоровых статуэток и кукол с 40-летним стажем. Живет на северном Момском районе Якутии с красивым горным пейзажем, с быстротечной рекой Индигиркой, с воспетой в песнях и стихах красивой югорой в селе Хану с гостеприимными жителями. С восхищением вспоминает добрым словом свой родной район, находясь далеко от нее, очень скучает по родному поселку. Участвует во многих республиканских тематических мероприятиях по коллекционированию, где добрым словом ее успешное участие ассоциируется с любимым районом. В любом уголке Якутии живут много разных коллекционеров с разными направлениями собирательства. Это очень увлекательное, интересное и в то же время затратное, но очень полезное увлечение. Она в своей коллекции имеет разнообразное направление, но самое волнительное, душевное и любимое направление из них – это фарфоровые статуэтки и советские куклы. Вот уже около 40 лет преданно увлекается коллекционированием. За эти годы и кукол, и статуэток собралось великое множество и превратилось в большую коллекцию. Своим участием на выставках и показах почерпнула много новой информации, обменялась опытом и особенно вдохновляет восхищение посетителей выставки. Она говорит, когда нахожу новые экспонаты, первым делом с восхищением рассматриваю, привожу в порядок, мою, подшиваю одежки куколкам, плету косички и привожу в порядок. Затем нахожу достойное место и восхищаюсь и радуюсь, что день прошел удачно и продуктивно. По мере своих возможностей старается участвовать на тематических мероприятиях. Несмотря на дорогой проезд, старается не унывать. Во всем этом ей очень помогают ее домочадцы и родные, а также выражает благодарность всем знакомым и близким, которые помогают восполнять экспонатами ее коллекцию. Благодарит единомышленников по WhatsApp-группе за то, что постоянно держит в курсе событий и везде приглашает во всех мероприятиях. Всем желает здоровья, процветания, пополнения коллекций и в будущем много выставок с богатыми экспонатами.